Представьте себе дореволюционная Казань, и вы растете в татарской традиционной семье, и вы хотите стать музыкантом. Какое будущее вас ждет? Чем вы будете по жизни заниматься? Какая судьба вас ждет? Выступать летом на ярмарках, в балаганах каких-то участвовать, петь песни, обречь себя на бедность. Это однозначно. Быть музыкантом – это значит бедствовать. Потому что дорога в профессиональный мир вам закрыта, вы вряд ли получите нормальное, хорошее профессиональное образование. А если и получите, то вам нужны средства, потому что откуда вы найдете себе репетиторов? Даже если вы найдете себе репетиторов, как вы будете продвигать татарскую музыку? Вообще, что такое татарская профессиональная музыка? Ее практически не существует. Даже если она есть, то как развивать эти пути музыки? По какому пути идти? Где учебники? Где какие-то инструкции, как им быть? Что значит быть татарским музыкантом? Конечно, у нас есть уже первые музыканты к тому времени. У нас есть любители, у нас даже появляются первые шансонетки профессиональные, да, которых очень едко в свое время высмеял Тукай в своих заметках. В любом случае, это очень спорный вопрос. Да и в целом, как бы с позиции ислама, это очень спорный вопрос. Что значит заниматься музыкой? Помню, буквально каких-то там 30 лет назад Салимгарей Тефтелев, муфти Оренбурга, издает указ, который запрещает татарам исполнять любую музыку и песни, и танцы на свадьбах, потому что музыка ведет к разврату, там, где музыка, там смешение полов, там, где смешение полов, обязательно будет какой-то грех совершен. Представляете, вот совсем недавно это еще было, но уже появляется новая прослойка татар, более просвещенная, более демократичная, европеизированная, влияние которых чувствует на себе Салих Сайдашев, потому что ему повезло, он живет в самом центре города, или рядом с ним находится восточный клуб, в котором регулярно проходят музыкально-поэтические вечера. Он живет в доме Шагаба Ахмерова, человека очень просвещенного, демократического толка. Человек, который близкий друг к Абдуллы Тукая,